Главному республиканскому старту по спортивному ориентированию погода не благоволила. В столице Коми шел проливной дождь. Тем не менее, участников это лишь раззадорило. Многие из них в российском азимуте участвуют каждый год. И отказываться от борьбы за победу из-за капризов небесной канцелярии не собирались. Российский азимут потихоньку набирает обороты во всей стране. И количество субъектов с каждым годом увеличивается. Мероприятие достаточно демократичное, простое в организации, не требует больших финансовых затрат. Поэтому в тех районах, где культивируется спортивное ориентирование, российский азимут обязательно проводится. Мотивация участников очень разные. Кто-то вышел на старт за компанию, кто-то нацелен только на победу. Каждому эти соревнования дают что-то свое. Приобщаться, во-первых, к лесу, к природе. На самом деле это очень интересный вид спорта, потому что требуется все время принимать решения на месте. Ради сына бегу сегодня здесь, потому что мой сын занимается спортивным ориентированием профессионально. Братья и сестры тоже не бегают. Я один такой в семье бегущий. Здоровье и красивую фигуру. Взрослые, все, кто здесь участвует, это как образ жизни. Демократичность соревнований не пустой звук. Здесь люди самых разных возрастов. Как совсем юные, так и ветераны движения. С годами любовь к этому спорту только усиливается. Начинал развитие ориентирования в 1965 году, первые соревнования, да. Но до этого мы бегали на туристских слетах и просто официально, когда соревнования стали как вид спорта, да, с 65 года. Я делал первые соревнования и с этого времени и все так развиваем. В соревнованиях приняли участие порядка 150 сотен бегущих. С развитием технологий приобщиться к этому спорту становится все проще. Перенос стартов из леса в парковую зону тоже помог популярности. Так что в следующий раз участников должно быть еще больше. И погода, как и в этот раз, большой роли не сыграет. Любовь Филиппова, Евгений Стокас, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.